Совсем недавно, в мае 2021 года, в Уфе открыли музей полярников имени Валериана Альбанова. Этот знаменитый человек – уроженец города Уфы. В 1912 году он на шхуне «Святая Анна» участвовал в полярной экспедиции Георгия Брусилова. Путешествие оказалось непростым. Многие члены экипажа погибли, но штурман Альбанов выжил и сохранил научную информацию, которая очень помогла в дальнейших исследованиях. За вклад в развитие территории Русское географическое общество в регионах страны устанавливает именные знаки. Удостоен такой чести и Валериан Альбанов. Глава Башкортостана Ради Хабиров в День географа и в день 176-летия со дня основания РГО на церемонии открытия мемориальной доски штурману Альбанову. Затем состоялось заседание попечительского совета Башкирского отделения Русского географического общества. Ректор Казанского университета здесь учился. Первый избранный ректор Казанского университета. Ректор Томского университета здесь учился. То есть многим этот корпус стал, академик Самородов возглавлял. Как здоровье? Отлично. Уважаемый Ради Фаридович, уважаемые коллеги, год назад, благодаря инициативе Русского географического общества, 18 августа официально стало праздником, День географа. Как вы знаете, 176 лет назад Николаем I был подписан соответствующий указ, и самая старейшая общественная организация России – это именно Русское географическое общество. И год назад зародилась, будем надеяться, что теперь традиция, в городах России, в прошлом году было 15 городов, в этом году 40 городов, где открываются памятные таблички тем выдающимся личностям, которые вложили огромный вклад в развитие не столько даже Русского географического общества, а в целом в развитие нашей страны. Уважаемые коллеги, разрешите предоставить слово главе Республики Башкортостан, председателю попечительского совета Русского географического общества регионального отделения Ради Фаридовичу Хабирову. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Мы действительно сегодня делаем очень хорошее, я считаю, очень нужное для нашей республики дело. Открываем памятную доску, память о нашем выдающемся исследователе Арктики, штурмане Валериане Ивановиче Альбанове. Мы с вами вместе прошли такой за короткое время путь от экспозиции до полноценного музея имени Валериана Альбанова и музея, который посвящен исследователям Арктики, выходцам из нашей республики. Когда мы начали более глубоко изучать этот вопрос, вы все обратили внимание, что действительно огромное количество ярких представителей нашей республики приняли участие и в исследовании и Арктики, и исследовании Антарктики, и исследовании самых северных и южных широт нашей Земли. Поэтому наша задача сделать так, чтобы о наших героях, удивительных людях, знали, во-первых, мы сами хорошо, и знали, конечно, наше подрастающее поколение. Я сегодня с большим удовольствием хочу открыть эту доску и считаю, что вот мы все вместе и в рамках деятельности нашего отделения Русского географического общества мы должны вновь и вновь открывать доселе неизвестные страницы нашей истории. Спасибо, Ради Фаридович. И на самом деле мы ощущаем всегда большую помощь нашего центрального регионального отделения Русского географического общества. И сегодня у нас с вами на открытии и на дальнейшем заседании попсовета нашего отделения заместитель исполнительного директора Русского географического общества Сергей Васильевич Горлуханов хотел бы, Сергей Васильевич, слово представить вам. Уважаемые коллеги, уважаемый Ради Фаридович, огромное спасибо попечительскому совету регионального отделения, возглавляемое вами, за те шаги, которые делаются по увековечению памяти великих географов, путешественников. И важно отметить, что именно поднимается память людей, которые жили, учились в Уфе. Здесь, фактически в студенческом городке, где будет развиваться кампус, студенческий кампус нашей республики, здесь студенты, молодежь будут понимать, что вот здесь жили и учились те великие люди, которые покоряли, открывали неизведанные земли и пополняли этими землями нашу большую страну. Лидирующие позиции Республики Башкортостан, они на всех фронтах работы видны. Спасибо большое, и я очень рад, что сегодня, именно в день рождения Русского географического общества, мы открываем табличку и проводим попечительский совет. Спасибо большое. Ради Фаридович, прошу.
Добрый день. Дело в том, что полярная экспедиция продолжает работать. В Арктике сейчас воодушевленные открытием музея, встречи с вами. И в год 140-летия рождения Альбанова они предлагают уже вот конкретно в следующем году организовать экспедицию на их яхте «Альтер Эго», которая пошла бы в Арктику под двумя флагами – российского и Республики Башкортостан. А мы давайте вот сейчас, Михаил Андреевич, пойдемте сейчас, наверное, там это обсудим на поп-совете. Сейчас? Да, сейчас музей Альбанова, давайте тоже с нами. Хорошо. Ладно, и там обсудим. Да? Да. Ксения Салазанова, они интересные, уникальные люди, я хотел представить, доцент медуниверситета, активный член РГО. Уже. Первое место заняли на конкурсе. Вот она сама вчера только вернулась 360 километров пешком на велосипеде по Южному Уралу. 17 дней. Вот она. А это не Олег Чагадаев? Чагадаев, он пешком, он 109 дней, он на север, а это другое. У меня это первая экспедиция. Я вчера вернулась специально для того, я вышла 1 августа, только для того, чтобы здесь быть на день рождения РГО, увидеть Спасибо. вас и предложить вам о встрече, чтобы рассказать, почему Башкирия будет центром активного туризма. Знаете как, я попрошу нашего представителя Госкомитета встретиться, и Салавата Нафикова. Он сейчас будет. Он будет, да? Они с вами встретятся, потом, наверное, все втроем ко мне подойдете и подумаем, как и что дальше. Ладно? Хорошо. Конечно, нам вот это все очень нужно. Спасибо. Спасибо. Ради Фаритович, достаточно редко бывает у нас заседание Русского географического общества. Сегодня особый день, понятно, что годовщина со дня создания. Но вы возглавляете совет ведь? Я возглавляю попечительский совет. Вы знаете, это вопрос приоритетов, конечно. Но вот сейчас мы понемножку какие-то сбрасываем с себя нерешенные долгие задачи и переходим к новым этапам нашей работы. Я вот для себя что решил? Я решил, что я очень плотно займусь и деятельностью нашего отделения Башкортостанского российского географического общества и в целом направлением работы. Потому что, во-первых, это интересно, но и это такая, знаете, вещь, которую нужно делать с душой, и когда, чтобы у тебя немножко времени было. Вот я надеюсь, у меня чуть больше времени будет сейчас вот поддерживать наше отделение и заниматься этим. Вот сегодня примем решение по возможной экспедиции по следам штурмана Альбанова в следующем году. Вот Михаил Андреевич Иванов предлагает. Поэтому нам есть о чем поговорить и есть что обсудить. Спасибо. Ради Фаритович, экспонаты уже родными стали? Я просто же тогда, у меня было желание сюда пройти одному потихонечку побродить, все никак. А мы не даем. Вы не даете, да. Ради Фаритович, я прибыл по поручению Сергея Кужегетовича, и действительно сегодня знаменательный день, 176 лет бесперерывно работает Русское географическое общество, и попечительский совет в Республике Башкортостан один из самых успешных, системно работающих, и поэтому Сергей Кужегетович Шойгу поручил вручить почетную грамоту Хабиру Ради Фаритовичу за активную работу по популяризации географии, сохранению исторической памяти о первооткрывателях и исследователях Севера, а также значительный вклад в достижение и цели и решение задач Русского географического общества. Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо большое вам. Ну вот у нас один из учредителей 176 лет назад, это Крузенштерн. Атлас путешествий вокруг света капитана Крузенштерна. Надеюсь, что у вас найдется во время отпуска попутешествовать. Дай Бог. Спасибо большое. Ради Фаритович, с вашего разрешения, я знаю, что всегда работа – это работа команды. И у нас были так уже учреждены благодарности Челенгарова, первого вице-президента Артура Николаевича Челенгарова, и такую благодарность хотелось бы вручить Кельсинбаеву Уралу Тагировичу за личный вклад в работу по популяризации географии, сохранению исторического и культурного наследия России и содействию деятельности регионального отделения Русского географического общества. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Артур Николаевич Челенгаров
благодарит Бадранова Азата Шамилевича за личный вклад в работу популяризации географии, сохранение исторического и культурного наследия России и содействие деятельности регионального отделения РГО. Спасибо большое. Вообще, Сергей Васильевич, я думаю, и для Азата Шамильевича, для Урала Тагировича, для меня вот эта награда, подписанная человеком, которого в России мы все очень уважаем, который столько много делает для страны и для исследования нашей истории, для исследования нашей природы, наших земель. У нас самая большая территория, вы знаете, в мире, поэтому есть еще чем заняться географом, поэтому это большая высокая честь получить такую награду. Она займет прям вот одно из важных мест, чтобы я периодически смотрел на это и понимал, что впереди еще много неизведанных, открытых историй, земель, поэтому будем вместе с вами исследовать. Спасибо большое. Спасибо. Рафич, а помните, здесь расписывались участники экспедиции? И вы здесь тоже расписывались? Где-то я, да, где-то я был. Это теперь уже история, тоже экспонат музея. В начале июля в Федоровском районе в селе Покровка были памятные дни. Связанные с памятью Казанина Геннадия Семеновича. Вот, поэтому мы с сыном Да, Алексеем Геннадьевичем у него сын очень интересный, такой деятельный человек. посетили музей, наметили Понравился? перспективы для сотрудничества и вступаем тоже в Мурманскую, получается, отделение РГО. Раиль Фаридович, на следующий экспедиционный сезон в Арктику нужно кого-то из сотрудников музея достойных. А вот сейчас мы обсудим, вот там есть обращение Михаила Андреевича, мы сейчас вот посмотрим. Хорошо, что в нашей республике есть достойные люди, которые внесли большой вклад в развитие Северного полюса, отрасли экономики, сопутствующих в результате продвижения технологий. Спасибо. Раиль Фаридович, а вот смотрите, открыли музей, здесь теперь теплится жизнь, здесь теперь проходят уроки, сюда приходят экскурсии. Ведь еще недавно это было просто здание. Да, ну вот у нас же здесь целый комплекс сейчас может получиться музейный, потому что речь идет о том, что рядом музей Шаляпина мы хотели, и там еще одно место Будет есть. он? Будет, конечно, будет. Все будет, все, что мы говорим, все будет. Ну, это же хорошо. А музей нравится, Раиль Фаридович? Конечно, нравится. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, участники заседания. Спасибо, что нашли возможность. Мы сегодня приняли решение провести заседание попечительского совета здесь, в музее имени Валерия Ивановича Альбанова. Нам надо переходить в такой постоянно, уже более активнее привлекать, Салават Алгаевич, наш попечительский совет. У нас здесь очень деятельные люди. Мы специально пригласили людей, которые в состоянии оказывать нам помощь, двигаться вперед. Дел у нас много. Значит, помимо Валерия Ивановича Альбанова, я полагаю, что наша задача есть и в увековечении памяти, и в открытии новых страниц исследования нашей страны, наших огромных территорий. Здесь собираются люди, которые уже сейчас готовы двигаться вперед. Вот Михаил Андреевич здесь. Я бы, Салават Алгаевич, не возражаете, вот мы бы вот предложение Михаила Андреевича сразу обсудили, приняли решение, потом двигались. Михаил Андреевич, можете кратко сказать, садитесь, пожалуйста. Суть предложения, и давайте мы здесь на попсовете его обсудим и будем двигаться вперед. На открытии музея у нас были члены экспедиции 2010-2011 года, которые нашли вот эти останки одного из членов группы Альбанова, некоторые документы и вещи экспедиции. Воодушевленное открытием музея и особенно встречи с Раилем Фаридовичем, потому что они увидели в нем человека, искренне болеющего за это дело. Они сумели в этом году организовать экспедицию. Сейчас они работают в Арктике. В данный момент, сегодня вот я уже получил от них известие, на мысе Флора, куда вышел Альбанов после своего выдающегося похода. Вот. И они предлагают в следующем году, в год 140-летия со дня рождения Валерия Ивановича Альбанова, организовать экспедицию на яхте Альтер Яга, это принадлежащая им яхта, вот, для поисков в других районах
к земле Франца Иосифа, возможно, по пути Валериана Альбанова и, возможно, осанков святой Анны. Давайте примем решение. Такую экспедицию надо провести. То есть мы вновь пойдем по пути движения, так? Попытаемся найти останки святой Анны. Так? Правильно я понимаю? Да. Но, возможно, мы снова посмотрим какие-то, может, останки каких-то промежуточных лагерей, этапов остановки. Поэтому я с удовольствием такое решение принимаю. Нам нужно решить две вещи. Вот уже вам надо начинать уже думать о составе участников. Это в ходе переписки. Я хотел сказать, что я сам хотел бы принять участие. В принципе, это сколько времени займет? В 2 недели можно уложиться? 2 недели ложиться. Ну, вот с учетом этого, 2 недели как раз я бы уложился. Надо понять и источники финансирования. Так? У нас гранты РГО экспедиционные есть. Мы обратимся и в российские. Есть гранты главы Республики Башкортостан. Есть поддержка. Мы попросим наших членов попечительского совета нам оказать поддержку, чтобы полностью экипировка была. И это тоже занимает определенное время и средства. Такое решение принимаем сегодня по советам. Нет возражений? Нет возражений. Михаил Андреевич, вот таким образом поступаем. Тогда по этому вопросу понятно. Двигаемся дальше здесь, в этой связи. Тогда, Сергей Васильевич, вам слово предоставим. Спасибо, Ради Фаритович. Уважаемые коллеги, члены попечительского совета, несколько хочется сказать об отделении. Конечно, основной задачей является это популяризация географии, популяризация природного достояния нашей страны. Так вот, в этом плане отделение в 5 лидеров по публикации, по качеству публикации на федеральной странице нашего ресурса. В свою очередь, для уже принятия управленческих решений исполнительной дирекции Русского географического общества был разработан мониторинг эффективности деятельности работы наших отделений. Если в 2019 году отделение в республике занимало 14 место, то по результатам проведенного мониторинга в этом году, соответственно, за 2020 год, то отделение по всей стране занимает 2-е место по эффективности работы, несколько уступая только к Краснодарскому краю. Спасибо большое. Спасибо. Салтар, пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемый Ради Фаритович, разрешите мне коротко доложить об итогах краткой работы за первое полугодие нашего отделения. Отделение организовано 67 лет назад. Членов РГО увеличиваем. И действительно, самое интересное, что если раньше это были в основном учителя географии, биологии, то есть кто непосредственно занимается по долгу службы своей, то сегодня членами РГО изъявляют желание самые разные, и это и рабочие разных предприятий. Здесь я отдельно оба выделил, потому что у них целая там ячейка РГО образовалась, и они не просто члены отделения, активно занимаются и организовывают и туристические походы, и экологические мероприятия. Мы активно занялись грантовой деятельностью. В прошлом году мы выиграли 3 гранта на 10 миллионов рублей разного рода. Следующий слайд дайте, пожалуйста. В этом году у нас на 7 миллионов грант, мы 3 гранта тоже выиграли. А на гранты президента России подавались? Да, я дальше отчитаюсь. Один из тех грантов, которые в этом году мы выиграли, это грант Русского географического общества по исследованию пещеры Киндерлинская. Вот по грантовой деятельности, Ради Фаритович, вот то, что вы говорили, буквально недавно грант президента мы выиграли. Вот вообще Аскынской пещерой начали заниматься несколько лет. Это и грант региона, 2 гранта было, грант Ростуризма. Следующий шаг – это для малодоступных, для инвалидов. Теперь создаются услуги для того, чтобы они увидели эту пещеру. В этом году, Ради Фаритович, мы, следующий слайд дайте, пожалуйста, при очередном восхождении на пик Мустая Карима, кроме того, что мы флаг фольклориады воздвигли на пике Мустая Карима, мы занимались в этом году маркировкой тропы, потому что там действительно, грубо говоря, кроме 5-6 человек, никто не знает, как пройти. Мы тропу промаркировали, и задачу мы себе ставим на карту это все сделать, а на следующий год уже поставить указатели, как положено, чтобы это было всем доступно. И мы решили, что одним из ключевых деятельностей нашего отделения должна стать маркировка туристических туров в Республике Башкортостан. И не только горной части, а вот и западных наших территорий. Тем более закон о туристической деятельности теперь принят, и у нас есть все эти основания. Мы эту задачу перед собой ставим, Ради Фаритович, как одну из головных, чтобы действительно люди знали, не просто шли в лес или в горы, а конкретно знали по каким-то другим мероприятиям. У нас действительно региональное отделение пещерное, в том смысле, что активно, получается, занимаемся пещерами. И вот одна из мыслей может быть нам организовать такой, так скажем, пещерный тур по республике, стать вот таким, который действительно у нас уникальные эти объекты есть.
Но в то же время мы внимательно изучили законодательство и выявили некоторые, скажем, ну не то что пробелы, но то, что нам недостает. И вот, если можно, мы перешли к следующему вопросу. У нас Юрий Викторович на видеосвязи, это наш известный спелеолог, он много лет своей жизни посвятил изучению пещер, наш видный ученый. Я попросил бы Юрий Викторович и Наталья Ивановна, они находятся в студии, коротко осветить этот вопрос. Пожалуйста. В Башкирии 1500 пещер, самая длинная Киндерлинская, и поэтому ей занимаются так активно. 29 пещер больше 1 километра, очень красивые, находятся в интересных местах. 238 пещер длиной больше 100 метров тоже представляют интерес для туризма. Но государственного учета пещер не ведется, и поэтому необходимо введение государственного кадастра пещер. В связи с посещением человеком пещеры часто гибнут. Человек относится к ним не очень хорошо, и практически они загаживаются иногда и превращаются в помойные ямы. С этим надо, естественно, бороться. Экскурсия на освоение пещер сталкивается с несовершенством законодательной базы. Появилась необходимость создания закона о пещерах, который обеспечивал бы регулируемое посещение пещер и решал вопросы их использования, контроля за использованием и безопасного посещения. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Очень интересно, на самом деле. Наталья Ивановна, пожалуйста. Здравствуйте. Тема пещеры Киндерлинской как объект туризма. Киндерлинская пещера, расположена в Кафурийском районе республики, является на данный момент самой длинной пещерой на Урале – 14,5 километров. В этом году РГО был получен грант на исследование в пещере с целью подготовки рекомендаций к ее рекреационному использованию. Общим предложением можно отнести то, что нужна разработка юридической базы по вопросам охраны и туристского использования пещер и просветительская работа по воспитанию у населения, туристов и спелеологов бережного отношения к пещере, понимания ценности, уязвимости и уникальности пещер как явления природы. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Наталья Ивановна. Давайте мы Салавата Тагировича послушаем, у него тоже на эту тему, а потом уже по итогам 3 выступлений примем какие-то решения. Пожалуйста. Добрый день, Раиль Фаридович. Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, да, коллеги, то, что сейчас вам рассказали, в каком состоянии наши пещеры, к сожалению. У нас, на самом деле, в Башкирии огромное количество пещер. Ежегодно открываем по 2-3 пещеры, а то и десятки доходит. Основная проблема – это, конечно, юридическая. Почему нету хозяина этих пещер? То есть либо это подведомственные организации, соответственно, там, Министерство природопользования остальные, да, либо должны прийти частные инвесторы. Но не идут инвесторы. Значит, тут 2 варианта решения. Да. Первый – это разработать новый закон о пещерах республики Башкортостан, то есть который может являться со временем основой о пещерах Российской Федерации, при этом соблюдая, соответственно, все экспертизы проходя. Это долгий путь. И второе, тоже, это туда же к первому относится больше, одним пакетом внести изменения в ряд федеральных законов, в том числе и в подзаконные акты. Нам надо создать вот некий такой механизм решения, о которых мы говорили, и мы отработали. Спасибо. Что мне из всех докладов точно понятно, что первое, у нас есть пещеры, второе, статус их никому не понятен, так как такового статуса не существует. Пещеры представляют интерес как для науки, так и для сугубо туристического такого использования, и интерес для наших людей, и надо, соответственно, подумать об этом. Может быть, нам разделить эти 2 явления на 2 явления. Первое, общее кадастрированное для понимания, сколько у нас, чисто сугубо таких статистических вещей. И второе, определить по каким-то единым показателям особую ценность некоторых пещер. А вот эти особо ценные пещеры, вот как Киндерлинская, там, Шульганташ, Аскинская и так далее, вот их взять уже под особый контроль. Поэтому давайте вот по этому вопросу мы договариваемся, мы берем на проработку, и поэтому с этим договорились и двигаемся дальше. Спасибо, Раиль Фаридович. Уважаемые коллеги, у нас в каждом муниципальном образовании есть местное отделение, и мы проводим конкурс среди местных отделений. В прошлом году победителем нашего конкурса среди местных отделений регионального отделения стал Демский район. И с вашего разрешения, Раиль Фаридович, хотелось бы слово предоставить Наталье Федоровне Левушкиной. Это директор детского экологическо-биологического центра «Росток» и руководитель Демского отделения РГО. Наталья Федоровна, добрый день, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый Ради Фаритович, уважаемый Сергей Васильевич, Салават Талгатович, уважаемый член Попечительского совета. Разрешите представить на ваше рассмотрение комплексный проект активистов, ученых и педагогов с предварительным названием, мы вот ему дали такое название «Остров природы». Примерно 3-4 года назад у нашего коллектива возник интерес к особой, на наш взгляд, территории. Эта территория расположена в старице реки Демы, на северо-востоке Демского района, между деревней Романовка, вот выше можно увидеть, и микрорайоном Серебряный ручей. Заказник имеет как минимум 95 видов растений и 96 видов птиц. В связи с высоким уровнем биологического разнообразия данная территория представляет, конечно, особый интерес для организации познавательного отдыха нашего быстрорастущего населения Демского района. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Наталья Федоровна. Спасибо большое. Мы с главой Демского района, с главой города Уфы, в принципе, у нас есть планы по развитию подобной территории в Домском районе. Я вот могу только соврать, Балановский лес, да, называется? Как у вас там территория есть? Дендропарк, мы там тоже сажали. Да, значит, мы там собираемся, собственно, туда войти и сделать проект лесопарка. Это порядка от 20 до 30 гектаров земли войдет. Поэтому для жителей Демы мы уже продумали такой вопрос. Надеюсь, в этом году мы приступим к проектированию. Договорились? Спасибо большое. Теперь, уважаемые коллеги, что бы я предложил? Проведение попечительского совета, оно должно стать неким событием в жизни республики, в жизни тех людей, которые интересуются географией и исследованием нашей природы. Поэтому делаем, как минимум 2 раза в году мы должны проводить ее. Коллеги, пожалуйста, члены попсовета, есть какие-то предложения, замечания? Нет? Я не член попсовета, но у меня есть. А мы вас сразу сейчас сделаем. Это член экспедиции, да. Вот выбрал нашей экспедиции Россия 2021 с автографами всех ее участников. Открываем Россию вместе за. И в каждом городе, в который мы проходили, мы старались найти значок, отображающий или герб города, или какой-то его символ, и вот сделали вот такой панно. Это только половина же, Рустам, да? Еще же это половина. Там дальше уже городов будет мало. Да. А может быть, мы здесь вот сделаем уголок где-то вот именно нашего отделения, и здесь пусть это висит, да? Вот найдите уголочек небольшой, можно даже где дети, чтобы они видели, что здесь Российское географическое общество, Башкортостанское отделение заседает, и будет. Мы вас немножко будем якориться. Да? Спасибо. Ратьевич, провели заседание попечительского совета Башкортостанского отделения Русского географического общества, в вашем таком составе. Это первый раз ведь, да? Да. Спасибо большое. До свидания. Да, я же говорил, что мы сейчас упорядочим нашу работу попсовета. Мы сделаем ее, привлечем сюда всех энтузиастов, о которых я сегодня говорил. У нас в республике столько много людей, которые искренне любят природу, популяризируют ее красоты. И очень-очень это здорово. Поэтому мы решили перейти в режим такой слаженной работы. Наше региональное отделение, благодаря исполкому отделению, занимает 2-е место в Российской Федерации. Это большая для нас честь. Мы же всегда хотим быть первыми, поэтому вот так. Состав заседаний, говорили о пещерах. Вы тоже были в пещере Шульганташ, точно были, где мы видели в СМИ? Да. Нам же тут еще целый пласт работы. Да. Сегодня решение приняли. Я же говорю, что, во-первых, должна быть определенная экологическая акция, которая выйдет в инициативу Российское географическое общество, Башкортостанское отделение. И самое главное, сейчас вообще в этот круг работы включить всех, и Минприрода наш, и Гостуризм, и Минзем, и Министерство лесного хозяйства. Будем работать. Спасибо.